Начитался. Здравствуйте, дорогие зрители! Здравствуй, страна огромная! Мы начинаем наш 29-й выпуск. И сегодня мы поговорим о той сложной обстановке, которая сложилась у нас в стране. Началось все на прошлой неделе с объявлением мобилизации. То, что происходит сейчас, это напоминает какую-то коллективную шизофрению. Действия общества совершенно разнонаправлены. Люди не понимают, что происходит. И сегодня мы вместе с вами хотели бы разобраться в том, что происходит. Поэтому сразу ставьте лайк этому эфиру, пишите активно комментарии со своим мнением, что же на самом деле происходит, рассказывайте свои истории. Интересные комментарии мы будем зачитывать у нас в эфире. И отправляйте ссылочку своим коллегам, родственникам и друзьям, для того, чтобы нам все вместе понять, что происходит. Представляю вам сегодняшних наших коллег, и в первую очередь, конечно, соведущего Игоря Гончарова в студии «Спец» в Москве, также Сергей Георгиевич Левченко, депутат Государственной Думы от Иркутской области, Магаданской области и Республики Саха-Якутия, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ. И на связи с нами на данный момент один гость из Магадана, Владлен Максимович Невский, адвокат, правозащитник, первый секретарь горкома Магаданского КПРФ. А также, помимо всего прочего, ребят, у Владлена Максимовича реальный опыт участия в контртеррористической операции в Дагестане, в котором сейчас тоже неспокойно, к сожалению. Вот. И очень богатая жизненная история. Ну, я предлагаю нам вернуться к теме и все-таки попытаться понять, что же происходит. Сегодня, к сожалению, произошли очень трагические события. Сразу несколько в разных концах страны. В Иркутской области произошло нападение на военкома. Один из призывников, мобилизантов, который пришел добровольно, произвел несколько выстрелов в военкома. Военком находится в критическом состоянии. Вот. Произошли в Ижевске, в школе 88 нападения, 14 человек погибло, в том числе 7 детей. Нападавший носил свастику на одежде. В общем, огромное количество оружия, боеприпасов. На боеприпасах надпись «Ненависть». Человек на Рязанском автовокзале поджег себя с криками «Я не хочу идти на войну». Ну, до этого то, что происходит в Дагестане, люди протестуют, в основном женщины. Полиция пытается сдерживать, стреляет в воздух, не может найти контакта с аудиторией. В Якутии большой протест, который в итоге тоже начали разгонять потихонечку. Что же все-таки происходит вообще? Люди видят, что происходит что-то вообще не то. Сергей Георгиевич, как вы думаете, какие вообще новости у вас, что обсуждают в Государственной Думе? Как это вообще видится из Москвы и из Иркутска, и вообще где вы везде контакты поддерживаете? Ну, Государственная Дума, если говорить о его пленарных заседаниях, то начнутся только завтра. Те события, которые, Антон, перечисляешь, это произошли вчера и сегодня. Вот, поэтому на пленарке еще ничего не обсуждалось. Я думаю, что обязательно будет, и немало будет желающих обсудить все то, что происходит. Но ты же дал такой серьезный посыл, показав, что во многих территориях Российской Федерации, с запада на восток и с севера на юг, происходит такой всплеск протеста людей. Мы неоднократно в наших передачах говорили о том, что для того, чтобы участвовать в спецоперации, там, где
можно потерять жизнь. Люди, те, которые там участвуют, те, кто помогают им, кто им занимаются снабжением, родственники, особенно жены, матери, они должны понимать, что происходит, и идти на это, ну, я бы сказал, сознательно, как это было в Великую Отечественную войну. Мы все сегодня ощущаем, что этого нет, что нет понимания у общества, значит, что наши ребята должны идти и защищать страну вот на территории Украины, тем более, что уже это переходит сюда через границу Российской Федерации. Я думаю, что как раз вот политика последних месяцев или даже лет, она говорила о том, что пытались успокоить людей, что у нас все хорошо. Ну, наверное, в какой-то мере удалось, потому что, значит, люди поверили и спокойно жили. И вдруг такой резкий поворот, что, значит, забирают молодых людей, значит, и на улице, и из дома, и из предприятий. Я тоже уже получил огромное количество обращений различных, начиная там от матерей и жен и кончая руководителями предприятий, где забирают основных специалистов, а оставляют только исполнителей. И как при этом будет работать предприятие, руководители обращаются и говорят, что мы не знаем, как в этой ситуации поступить. Поэтому я повторяю, что мы уже обсуждали эту тему. Необходимо понимание народа в тех шагах, тех жертвах, я бы хотел сказать, которым призывает сегодняшний правящий режим. Тогда ситуация может измениться к лучшему. А сейчас, когда с одной стороны успокоение, с другой стороны вроде бы спецоперация идет по плану, как говорится, да, и тут вдруг во всех территориях Российской Федерации вот такие вещи происходят. Конечно, людей возмущает, и люди и так в напряженном состоянии находятся, потому что даже по официальной статистике 21 миллион за чертой бедности, и это приводит людей в такое состояние, когда они готовы излить вот свой протест, свое недовольство разными способами. Спасибо. Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы на канале Спецлайф одновременно с трансляцией запустили голосование о том, достаточно ли вам информации о проводящейся мобилизации. Там несколько ответов. Достаточно. Ищу, но недостаточно. Информации не могу найти. И последний ответ. Власть нас обманывает. То есть, ну, если вы видите, что то, что говорится, и то, что делается, две большие разницы, как говорится. Игорь, какое у вас вообще после общения со всеми вашими спикерами, экспертами, у вас очень интенсивный сейчас график интервью, вообще какая информация, какое мнение о происходящем складывается у вас, как у такого, ну, можно сказать, агрегатора вот этой социальной экспертной жизни? Ну, первое, то, что по поводу агрегатора. Спасибо за такую оценку, но вот такая ерунда получилась, что значительную часть интервью мы даже сейчас не можем выпустить, потому что настолько резкая оценка, настолько негативная, что не хочется и спикеров подставлять, да и как-то вот душа рвется пополам. Негоже, когда твоя страна воюет, наводить такую критику. Это вот касательно агрегатора. Вот это вот такая вот удивительная вещь происходит даже на спеце. Возникла самоцензура, вот. Дезориентация. Вот я бы об этом хотел немножко сказать. Народ бежит от этой мобилизации, от повесточной мобилизации. В целом люди не ощущают то, что они идут воевать за Родину. Почему? Вот Сергей Георгиевич каждый раз, когда говорит о нынешней власти, он даже не употребляет слово «власть», он говорит «режим». И я его в этом поддерживаю. Это не власть. Власть – это совокупность ответственности, цели и воли. Вот тут вот ни под один из этих критериев наша власть не подходит. Теперь по доверию.
трудно доверять власти, которая внезапно, не объявляя войны, вламывается. Потом совершенно неумело уходит, также внезапно, вот почти дойдя до Киева, там, в течение очень короткого срока, вдруг в качестве жеста доброй воли уходит. А зачем гибли? Зачем людей били? Добрая воля перед кем? На кого напали? Или вот кого защищали? Никто ничего не объяснил. Причем, когда началась эта кампания, судя по всему, не в курсе даже было вот это высшее руководство. Ну, это вот по поведению. Вот зачем они вот эту растерянность руководителей страны, ну, фактически весь второй эшелон, даже первый эшелон, он сидел растерянным, ну, за редким исключением там Матвиенко и так далее. Эту женщину вообще трудно чем-либо огорошить. Вот. А так народ в растерянности сидел. Это вот якобы кто принимал решение на спецоперацию. То есть внезапно, не предупредив, ничего. Самое страшное, что это не только внезапно было для народа, но и внезапно для страны, для руководителей. Страна была к этому не готова. Не были готовы к этому ни военные, ни промышленность, никто, ни милиция, ни Росгвардия. Страна была к этому не готова. Тогда опять же преступно, почему ушли. Почему ушли, если первое решение было на вот мгновенный блицкриг, на мгновенный удар? Доверие это не добавляет. Ну, дальше очень много можно сказать, где была дискредитация. Вот именно за время этой кампании. Но сейчас отмечу, наверное, наиболее одиозное. Это вот было интервью, ну, скорее выступление, интервью это трудно было назвать, Шойгу, когда вот был объявлен призыв. Человек сидел расслабленно, улыбался, отвечал так вот, поговорить пришел. Никакого трагизма было, ну, все нормально, никакой трагедии, все в порядке, ну, призываем там и так далее. Но было ключевое в его высказывании. Он сказал следующее, что не бойтесь, молодежь в мясорубку кидать не будем, ни в коем случае. Они сейчас пойдут в тылы, они пойдут обучаться, вот. Они заместят тех, кто сейчас из матерых, из опытных пойдет на фронт. Они пока станут на их места, в тылу. Я уж не знаю, что он имел в виду, там, Росгвардию, охрану, я не знаю, что он имел в виду. Но сказал он это, что сейчас призывников поставим пока там на 3-4 эшелон, даже не фронтовой, не тыловой фронта, а где-то здесь, вот, на рубежах внутренних. Вот что он имел в виду. Это сказал министр обороны. Сейчас и Песков, и многие чиновники, и, пусть он на меня не обижается, рупор Кремля Подоляка, наш Подоляка, я к нему испытываю уважение, у него есть аналитика, он говорит правду. И сейчас он сказал правду, что, ребят, в течение недели призывники окажутся, часть из них окажется на передовой. Это правда. В течение месяца все окажутся на фронте. То есть это полное противоречие, и то, что Песков, но Песков это мягче сказал. Он сказал, была дезинформация и так далее, виноваты. Чуть не так, не для того призывают, не для тылов. Ну, как всегда, вот, очень аморфно, но тем не менее понятно, что, ребят, ну да, вот немножко не так сказали. Не в тыл призывают, на фронт, сейчас на фронт призывают. Ложь. Ложь от министра обороны. Ну как можно воевать с таким министром обороны, который врет, дерзко, нагло врет и всем своим поведением демонстрирует равнодушие к судьбе солдата? Ну какой он военный, какой он генерал к чертовой матери, какой он главнокомандующий? Ну это что касательно вот конкретной фигуры и обмана как такового. Теперь немножко два слова. Я тоже имел отношение к спецоперациям, но еще в те вот времена, в советские. Они, конечно, не были такого масштаба. Я помню, сколько нас готовили. Я понимаю принцип подготовки солдата. Я все это прошел. Нельзя случайным образом, ребят, кидать на фронт. Хотя бы только потому, чтобы они во внутренних скандалах друг друга не перестреляли. Первое, что нужно делать, это формировать коллективы. Взвода, роты. Их надо формировать. Это процесс не одного дня. Подбираются солдатики между собой, кого-то убирают. Ну не вписывается он в коллектив. Когда люди на фронте,
Это смертельно опасно. К ним подбирается командир. Ну, понятно, там везде идет и через приказ, но все равно этот процесс должен пойти. Это чисто психологическое слаживание. Потом должно быть военное слаживание. Потом понимание задач. Это точно совершенно невозможно сделать ни за неделю, ни за месяц, ни даже, в общем-то, за 2 месяца. Вот эти вот двухмесячные, они должны где-то вот быть в 3-м эшелоне. В 3-м эшелоне точно совершенно на непередовой. Это недопустимо. И это понимаю не только я. Это понимает большинство людей моего возраста. Потому что мы почти все служили. И имеем в той или иной вот степени понимание армии. Далеко не все воевали, не все понюхали порох, но многие. Вот это в 2 словах. Почему такое негативное отношение к призыву? Это же, я даже не представляю, это как вот можно было до какой точки довести русский народ, чтобы он уклонялся от боя. Это уникально. Это уникально. Но это в 2 словах. У меня есть еще много по самому принципу мобилизации. Вот. Но я бы послушал следующего человека. Я предлагаю перед тем, как Владлену Максимовичу мы зададим вопрос, послушать мнение, которое для нашего выпуска «Страны огромной» записал сегодня Борис Юльевич Кагарлицкий. Я вынужден оговориться, что он признан иностранным агентом, и мы обязаны будем небольшую плашку на 15 секунд поставить о том, что импортное хорошее. Вот. Как бы вообще кощунственно и странно это сейчас не звучало. Это вот все эти байки про иноагентов, они сейчас настолько аморфны. Ну давайте послушаем мнение Бориса Юльевича. Он на определенную ноту тоже сейчас задаст. Что показала мобилизация? Во-первых, то, что российские власти сначала принимают решения, а потом уже задумываются о последствиях. Что, впрочем, естественно, потому что на самом деле четких целей, четкой стратегии вообще-то нет. Люди действуют по принципу: мы немножко налажали, теперь нужно сделать что-нибудь большое и крупное, чтобы эту лажу забыли. То есть, попросту говоря, они просто не хотят признавать ошибок, не хотят признавать своих провалов, не хотят признавать неудач. И затевают новые мероприятия просто, чтобы это прикрыть. В итоге, после одной неудачи и одного провала наступает большой новый провал и новая неудача. Все становится хуже и хуже и хуже, и они тянут страну за собой в воронку катастрофы. Во-вторых, мы видим не только неподготовленность мобилизации, мы видим и то, что эта мобилизация сломала психологический барьер. У нас страна жила по принципу: вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. Государство не мешает нам жить так, как мы хотим, нашей простой обывательской жизни, мы не лезем в политику. Но сейчас государство строго, кстати говоря, как это описывал Владимир Ильич Ленин в своих признаках революционной ситуации, втягивает народ в политику. И народ просыпается нехотя, без особого желания, без восторга, просто вынужден просыпаться, потому что его разбудили. И он просыпается, и на самом деле для власти это плохая новость. Владлен Максимович, расскажите, пожалуйста, что происходит в эти дни в Магадане? И мы общались за пределами эфира, вы сказали, что у вас есть со времен службы еще старые, хорошие, добрые контакты в Дагестане. Что в Дагестане происходит, со слов ваших знакомых? Спасибо уважаемым спикерам. Ну, вкратце я могу пояснить, что конкретно в Магадане сейчас происходит. Ситуация несколько устаканилась. Конечно, нервозность присутствует, как и во всей стране. Связана, естественно, эта нервозность с определенными событиями, связанными с мобилизацией. И я вот предыдущего спикера хотел бы поддержать в этом вопросе. Мобилизация, конечно, была... В интернете много мемов со Стрелковым о том, что мобилизация полностью провалилась. Но, откровенно говоря, все это выглядит очень странно. Можно вспомнить, буквально недавно происходили события, 2 года назад, связанные с коронавирусом, с новой коронавирусной инфекцией.
после благодатных реформ нашего правительства, нашего режима, коронавирус развернулся на полную мощь. И неэффективность этих реформ была продемонстрирована, оголена полностью этим стихийным бедствием. И нынешняя мобилизация, она показывает тот провал, который был создан за последние 30 лет в системе мобилизационной подготовки нашей страны. То есть вообще для чего существуют военкоматы? Исключительно для того, чтобы в случае мобилизации призвать на военную службу необходимое фронту, стране количество подготовленных граждан. Что мы увидели вот конкретно в Магадане? Огромное количество людей хватали, привозили в дома культуры. Вот у нас есть Дом культуры Пионерный, Дом культуры Автотек. Туда бросали людей с автоматчиками, то есть росгвардейцы. Людей не выпускают из домов вот этих культуры. Ну вот им хватало, я извиняюсь, только вот поджечь этот Дом культуры не хватало. Вот меня настолько вот впечатлила эта картина, то есть плачут женщины, плачут дети, мужиков заперли вот в этом Доме культуры. Причем заперли вполне уважаемых людей. Это не 18-летние дети, которые там бегают от призыва. Это уважаемые люди, которые сами пришли по повестке в эти дома культуры. И их вот там заперли, их обманывали, что просто придете, распишитесь, а оказалось, что их сейчас отвозят там в Хабаровск, потом в Владивосток, но распределяют по воинским частям, по учебным центрам. Меня это поразило до глубины души. А еще меня поразило, что призывают, исходя из формального подхода. То есть я вот ветеран боевых действий, и общаюсь в среде бывших сотрудников милиции, полиции, ФСБ, которые тоже ветераны боевых действий, и они, соответственно, ну, так принято, мы вместе как-то общаемся, там, переписываемся, поздравляем друг друга на праздники. И вот из нас почти никого не призвали. И, ну, скорее всего, это обусловлено тем, что военкомы подходят формально к организации мобилизационных действий, мобилизационных мероприятий, призыва граждан на военную службу. Меня это поразило, потому что вот призывают там 50-летних мужчин, у которых там селезенки нету, но у него воинская учетная специальность, так называемый ВУЗ, указана именно та, которая требуется для Министерства обороны. И его призывают, хотя последний раз он автомат держал там месяца, ну какой месяц, там 30-35 лет назад, образно говоря. А тут же есть сотрудник полиции, который приходит, ну, он служил в МВД, он кавалер ордена мужества. То есть это человек, я извиняюсь за мое крепкое словцо, не пальцем деланный. А его берут и не берут. Пардон за тавтологию. Ну, то есть человек подготовлен, максимально подготовлен для выполнения задач в зоне боевых действий. Однако его не берут, потому что когда он увольнялся из органов МВД, ему формально поставили там воинскую учетную специальность делопроизводитель, и он формально не подходит. Ему предлагают в военкомате: идите добровольцем. Что нужно добровольцам? Купить себе каску, автомат, там, пулемет, я не знаю, форму, таблетки, витамины, самому лететь в ДНР и там уже заниматься выполнением своего воинского долга. Ну, это неправильный подход. То есть человек вроде бы и сам бы пошел. Добровольцев я знаю немало. Но вариант им предлагают такой: вы там сами себя обеспечьте, сами доберитесь, а из Магадана долететь до ДНР, это то еще мероприятие, учитывая, что там самолеты до южных регионов не летают. Доберись как-нибудь сам и там как-нибудь вступи в действующие вот доблестные ряды военнослужащих. А вот мы будем тут загребать абсолютно неподготовленных людей, которые вообще никакого отношения к военной службе не имеют. Более того, они уже взрослые, их вот просто пинками, как молодежь, там, 18-летних, не отправят. Вот у меня товарищ, его призвали, ему 43 года, его призвали, он командир отделения. Он закончил военную кафедру, там послужил, как после военной кафедры, я не знаю, как это устроено, я сам военный вуз заканчивал. Вот он там послужил после военной кафедры, сборы там 3 месяца. И вот его призвали командиром. Ты карточку огня нарисовать сможешь? Я вообще не знаю, что это такое. То есть управление огнем, то есть там ориентир 1 влево, 300 короткими. Вот что-то такое сможешь дать команду бойцу? Нет, не смогу. То есть как выглядит схема обороны там, мотострелкового отделения, приданные подразделения и прочее, прочее. Этого ничего он не знает. И его отправляют, ну сейчас ему там за 2 недели что-то вкратце объяснят. То есть вообще как бы полгода в учебке учат хорошего, толкового командира отделения.
А тут берут и просто человека отправляют. У него просто в военном билете написано, что он командир отделения. Вот, ну, пойдешь командиром отделения. Но это неверно, это неправильно. И подход сам по себе, вот этот формальный подход, он больше вреден, чем полезен. Мобилизация такая, она не нужна. Ну, это мое мнение. Если же мы говорим про Дагестан, вот вы просили раскрыть эту тему, да, я проходил военную службу в Дагестане, там был откомандирован, как раз-таки принимал участие в режиме контртеррористической операции, будучи на службе в органах безопасности. И там у меня есть знакомые, которые продолжают там служить, в основном это сотрудники, как ни странно, полиции. Там у меня есть знакомые морпехи, которые ходят в Каспийская флотилия, она была, когда я служил, по-моему, сейчас это уже флот, но я могу ошибаться. Вот, то есть там есть люди знакомые, которые рассказывают в том числе про события на Украине и про события в зоне специальной воинской операции, а также рассказывают про события в самом Дагестане. Так вот, он всегда был непростой территорией. Это территория пересечения огромного количества культур. То есть, если там 14 малочисленных народов признанных официально, есть еще 14 групп, этнических групп среди такого народа, как аварцы. Там на самом деле переплетение культур, там есть деревни в аварских районах, там Бештинский, Тлератинский, Гунипский, Шамильский районы. Там проживают в основном этнические аварцы, но там бывает так, что в одной деревне вот люди говорят на одном диалекте аварского языка, а в другой на другом диалекте аварского языка. Диалект, они не понимают друг друга, ну, какие-то слова. Соответственно, переплетение вот этих этнических моментов, оно очень создает высокое напряжение. Вот там, например, вот эти события, известные со стрельбой, произошли, где проживают такая этническая группа, как кумыки. Там разыгрывают этническую карту очень ловко, причем разные силы, политические, экономические. Людям вкидывают, что вот будут кумыков призывать 100 человек, а вот, например, аварцев ни одного не призовут, или там лезгина ни одного не призовут. И, соответственно, разыгрывая такую этническую карту, создается напряжение. Оно в том числе создается искусственно. Оно создается и самой властью, и с естественным путем, потому что мобилизация – это нестандартная ситуация. Но создается она и искусственно. Масло в огонь успешно подливают различные силы. Я не готов сказать, что это за силы, для этого есть компетентные органы. Но то, что это происходит, это факт. Поэтому в Дагестане происходящие события там, со стрельбой, не только в Дагестане, вот там на школу напал, это же вот эта ненависть, надпись «ненависть», это же отсылка к Колумбиане, то есть к массовому убийству школьников в Соединенных Штатах Америки. И эта ненависть на футболках, она появляется не впервые, она была, насколько я помню, в Керчи, в колледже, он тоже был с надписью «ненависть» на футболке. Это такая субкультура убийц, образно говоря. И эти убийцы, порождаемые нашим обществом, они порождены внутренними напряжениями общества. То есть Ленин четко говорил, что не только Ленин, но вообще марксисты говорят, что общество – это движущаяся, это материя. То есть и необходимо изучать ее. Ну, кажется, я понял. Необходимо изучать эту материю, исходя из принципа, что это не идеологическая какая-то, не идейная субстанция, а субстанция, состоящая из вещества. Поэтому, когда в веществе возникает напряжение, оно ищет выход, это напряжение. Так вот, банальные вот эти вот убийства массовые, это в том числе напряжение внутри общества. Вот это нападение на военкома, абсолютно бесполезное. Ну, он, например, ранил военкома. Я вроде слышал, что он пока еще живой, дай бог ему здоровья, как говорится. Он выполнял свою работу, военную службу. Но это ничего не изменит, но и убийца сам, он не просто так появился, он до этого никак себя не проявлял. Но вот эта вот истерия, связанная с мобилизацией, она сработала как триггер, в который включился. Тут вопрос, конечно, к психиатрам, я не психиатр, но конкретно если вот в данных ситуациях, мне кажется, массовое напряжение, оно выскакивает в Дагестане, оно выскакивает вот среди этих массовых убийц, и оно будет дальше продолжаться. То есть события, вызванные мобилизацией, они будут, вот Борис Ильич правильно сказал в этом вопросе, я с ним бываю не согласен именно внутри, то есть я с ним не спорю, конечно, уровень персоналей абсолютно разный, но бываю, конечно, не согласен, но здесь я согласен, да, мобилизация создает напряжение, связанное с тем, что нарушен общественный договор. Всю жизнь мы привыкли, что власть там пилит бюджеты, занимается какими-то авантюрами, а мы тут сидим, как бы нас не трогают. Сижу, примус подчиняю. А вот сейчас конкретно этот договор нарушен, печати сорваны, и общество, конечно, колбасит. Это печально.
Ну, а в целом, собственно, больше-то сказать нечего. Можно долго растекаться мыслью по древу, но это все очень печально, то, что вокруг нас происходит. И как из этого выйти, конкретные предложения, ну, аппарат государственного управления необходимо, ну, назовем так, реформировать, то есть обновлять. Мы публично выступаем, поэтому надо обновлять аппарат и систему государственного управления. Спасибо большое. Игорь, я хотел бы вот Сергею Юрьевичу вопрос задать и дальше потом вам передать, как говорится, черед задавать вопросы. Я думаю, у вас их уже много накопилось к нашим спикерам, к нашим гостям. Сергей Георгиевич, вот говоря о вот этих ужасных перекосах, которые происходят при мобилизации, ведь не были готовы, в том числе с точки зрения мобилизации тех, кто является активной частью экономической жизни. Очень часто мобилизуют ценных работников и предприятия. Что делать предприятиям? Не говоря о том, что даже у нас сейчас в эфире многие комментируют, возмущаются тем, что как людям быть с кредитами, а как предприятиям быть без работников. Системы бронирования как таковой не было. А в некоторых случаях пишут, что целыми деревнями всех мужчин забирают. Как правило, это какие-то отдаленные районы. Вот как вообще эта система должна работать и что происходит? У вас, может, какие-то истории есть? Да, действительно, Антон, сегодня такая полная неопределенность и непредсказуемость, она и нас в какой-то мере заставляет заниматься гаданием, что нужно делать и что будет завтра. Хотя я такой категорический противник того, чтобы гадать, что сегодняшний правящий режим предпримет там через день или через 2 или через 3. Это такое неблагодарное дело. Да, действительно, я уже говорил, что я за эти несколько дней поговорил с многими руководителями предприятий в разных регионах, и они все ставят один и тот же вопрос, что специалистов, одни из лучших специалистов, потому что это молодые люди, да, там 30-40 лет, мужчины, которые работали, несли службу, как говорится, на очень важных местах. Сегодня они практически, эти места оголены, и директора предприятий не знают, что им предпринять. И действительно, и даже посоветовать весьма сложно. А почему весьма сложно посоветовать? Потому что, повторяю, предугадать, какое будет следующее действие властей, почти невозможно. Потому что сегодняшний правящий режим ничему не учится. У меня возникает мнение, что он в принципе не обучаем. Потому что примеров, в том числе и в нашей недавней истории советского времени, как проходила мобилизация и личного состава, военного, и экономики, промышленности, да и всей страны, их предостаточно. Они, очевидно, настолько уверовали в все, что до них были какие-то глупые, никчемные люди, они ничего не умели, ничего у них не получалось, а мы вот такие великие, ужасные и самые умные. Но жизнь показывает, к сожалению, что зазнаваться не приходится. Я уже тебе, Антон, говорил за пределами нашей передачи вчера, что примеров-то ведь в нашей стране научиться всем там околовоенным, мобилизационным действиям достаточно много. Достаточно было изучить историю. Даже вот на примере моей семьи. Мой родной дядя Левченко Анатолий Андреевич, пошел в армию, и тут началась война. Его перевели в школу младших командиров. 3 месяца он обучался, присвоили звание младшего лейтенанта, назначили командовать батареей и отправили сначала на Ленинградский фронт, где, так сказать, ситуация была, в то время наиболее острая. Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда и погиб на станции Синявино и лежит в братской могиле там, в этом районе. Я у него бываю, когда бываю в Питере, и был на этом месте, где стояла эта батарея. Очень сложная ситуация была в то время, во время Великой Отечественной войны.
фронт от Северного до Южного морей, фашисты рвались к Москве, окружали Питер, значит, рвались на юг для того, чтобы перекрыть возможность там горюче-смазочные материалы поставлять на фронт. И на севере тоже очень шли серьезные бои. Ситуация была намного или во много раз сложнее и опаснее, чем сегодня. И тем не менее молодого человека, уже определенного достигнувшего уровня военной подготовки, направили и 3 месяца обучали, и после этого, значит, отправили на фронт. А сегодня вот мы видим и слышим, что происходит, когда там буквально там через несколько дней или неделю отправляют людей, которые давно уже не имели отношения к военному делу, да плюс еще обескровливают предприятия, потому что есть военно-учетная специальность в военкомате, и их мало волнует то, что, значит, этот человек является, может быть, единственным специалистом на предприятии, которое потом обязано будет поставлять свою продукцию для фронта. И вот сейчас обескровим мы вот такими специалистами, молодыми людьми, которые прошли определенную военную подготовку, а потом прилетит задача для экономики, давайте мы, значит, вот в ускоренном порядке, в увеличенном порядке снабжать наши, так сказать, наши военные подразделения, да и не только военные, потому что мы же видим на сегодняшний день в стране очень серьезные проблемы с выпуском разных видов продукции. Надо и страну кормить. То есть надо будет увеличивать темпы производства разных видов продукции, а мы забрали всех специалистов только потому, что это военно-учетная специальность. И вмешиваться в это должны, конечно, не одни военные органы, которые занимаются задачей, так сказать, поиска, подготовки лучших для себя кадров. Это должна делать власть, а власть ничему не учится. Вот и, к сожалению, замкнутый круг. Спасибо большое. Игорь? Да, я бы хотел добавить к этому приговору, прозвучало действительно как приговор. Они не просто ничему не учатся, при этом ничего не умеют. Это уже вот показала практика, кроме воровства и кумовства. Ни в чем другом я достижения не вижу. Вот. Ну и, конечно, вот эти мыльные пузыри, пускание пыли в глаза, все вот эти Соловьевы там и прочее, прочее. Шумиха, вредоносная шумиха. На мой взгляд, сейчас вот Сергей Георгиевич отметил, наверное, один из самых важных, вот, конструктивных аспектов происходящего. Об этом надо говорить, говорить и говорить. Может быть, услышат нас. Опять нас обманывают. Повесточный призыв – это только малая часть понятия мобилизации. Малая часть, необходимая, но малая. Необходимая мобилизация промышленности, изменение дисциплины и поведения финансового блока, это кредиты там и так далее. Уже об этом мы много говорили, что предприятия, занятые в сфере обороны, работают, у них оборотные средства кредитные на 12%. То есть вдумайтесь в это. Народ гибнет, идет война, банк с этого получает 12%. Это безумие. Ну и так далее по цепи. А сейчас это долгий разговор. Вот, что должна касаться мобилизации. И, конечно, медийного фронта. Ни один там Подоляк и Санфриенко должны отдуваться. Полностью заменить вот этот вот Останкинский бомонд. К чертовой матери этих демагогов. Этот позор страны. Убрать людей. Этих, людьми-то зря я их назвал. Их необходимо убирать. Вот. Народ надо мотивировать. Драка, она уже началась, она неизбежна. Народ надо мотивировать. И по поводу призыва. Призывать-то, наверное, Сергей Георгиевич, надо в первую очередь на предприятия, в поля. Вот это вообще не существует. Вырывать, где можно офисный планктон, где можно специалистов с институтов требовать. Усиливать промышленность надо. Автоматами это не выиграешь. Автомат как-то против Хаммерса он слабоват будет. Против их системы связи будет слабоват. Это зачистка. Автомат – это зачистка. Это когда уже основные проблемы решены,
И нужно наводить порядок, зачищать какие-то вот там городской бой и так далее. Вот. Но это вот я просто не удержался. Но вот это самое, наверное, важное сейчас. Опять каша. Опять полное непонимание у власти, что надо делать. Молодежь желторотую, неподготовленную на фронт, и все. А там посмотрим. Вот по этому принципу у них все и происходит. Ни программы, ничего, и понимания нет. Нет понимания вообще, что такое мобилизация. Это, конечно, пугает. Вот это пугает. Отсюда у меня вот вопрос к нашему гостю. О, Потапенко появился. Здравствуй, Дмитрий. Неожиданно. Приветствую. К нам присоединился предприниматель, экономист, общественный деятель. Вот. И еще, Игорь, я хотел бы напомнить, что у нас есть специально для нашего эфира сделанная запись Владимира Николаевича Баглаева как раз о мобилизации в экономике. Вот. Вам карты в руки, гости все в вашем распоряжении. Я хотел все-таки задать вот нашему гостю вопрос. Вот. Тем более, если человек порох понюхал, понимает, что это такое. Если сложно ответить, можете не отвечать. В вашей среде, в среде ветеранов, в среде офицерской, есть люди, кто понимает неподготовленность вот этих желторотых, всю катастрофичность подобной мобилизации. Вот. И готовы ли они координированно что-то писать, требовать, вставать? Гражданское, вот помимо военного долга, у них еще есть гражданский долг. Потому что зря сложить ребят это, даже если это власти пофигу, то кончится это для них очень плохо. Кончится плохо, это будет бунт. И его уже не удержишь никакой Росгвардии. Вот бессмысленно, вот в наше время, особенно при такой дистанции их сибаритизма и вот сибаритства и всеобщей нищеты, если еще убивать начнут бездарно, это страну не удержать. Среди офицерского состава, среди полковников, хотя бы полковников, есть люди, кто это понимает и готовы говорить. Давление на власть оказать. За вопрос. Ну, смотрите, как и любая среда, особенно военная среда, она тоже неоднородна. И ветераны тоже весьма неоднородное сообщество людей. Там есть люди, которые после выхода на пенсию или увольнения в запас из сердца вон, из глаз долой службу выбросили. Такие люди есть. И хоть и говорят, что бывших не бывает, они действительно бывают, которые забыли, как страшный сон, то, что с ними происходило во время военной службы, несмотря на то, что они имеют какой-то боевой опыт. То есть, если мы говорим конкретно про ветеранов боевых действий. Ну, вот у нас в Магадане есть кавалеры Ордена Мужества. Это уважаемая награда среди ветеранов. То есть, есть таких две основных уважаемых награды. Это мужик, Орден Мужества, и медаль за отвагу. Медаль за отвагу, она чаще солдатская медаль, а Орден Мужества чаще офицерская медаль. Ну, это не обязательно, ну, просто так вот принято считать. Есть такие люди, и вот по поводу того, что они могут предпринять и пытаются предпринять, то есть попытки разговаривать с властью не приводят ни к чему. То есть приходят люди в военкоматы, то есть мы это обсуждаем, естественно, пока централизованно, прошло всего 3 дня, банально, это не так уж много, чтобы успеть сорганизоваться и предпринять какие-то действия. То есть есть определенные люди среди ветеранов, которые там с войны не вернулись, есть и такие люди. Но они в основном уже в массе своей уже находятся за зеленкой. То есть они уже выполняют определенные задачи. Естественно, по ротации приезжают, кто жив остался, общаемся. Но они, скажем так, в большей степени заинтересованы в пополнении своих рядов, которые на войне всегда будут редеть, это факт, к сожалению, это война, там убивают, и они заинтересованы в том, чтобы в опустевшие ряды становились подготовленные люди, а не абы кто и абы кого там понабрали. Соответственно, вот в среде ветеранов, причастных к боевым действиям в зоне специальной воинской операции, есть острое непонимание вопроса, зачем пригонять к ним в качестве резервов, даже резервов, людей крайне далеких от
выполнения боевых задач. То есть я понимаю, что нельзя сейчас взять там в России, набрать 300 тысяч ветеранов, это невозможно. Они в большей массе своей сейчас уже там. Но, опять-таки, набрать молодых людей, людей подготовленных, вот почему часто вот срочников берегут, понятное дело, с чем это связано. Для общества не дестабильно долго. Прошу простить мой магаданский интернет, я ничего с ним не могу поделать, мы находимся очень далеко от центров принятия решений. Поэтому какой есть. Если мы говорим про то, что собираются как-то реализовывать свои гражданские, в том числе, права такие вот люди, военнослужащие, ну, естественно, это вопрос такой, надо дождаться, когда эти пополнения придут на фронт, потому что пока непонятна вообще схема, как будет осуществляться пополнение воинских частей, понесших потери, их восполнение штатного состава из числа мобилизованных, потому что сейчас они находятся в учебных центрах, там есть люди, которые вообще не годны к военной службе, то есть в настоящий момент вот у меня знакомый, бывший военнослужащий, мичман, он, конечно, мастер спорта по борьбе, но у него здоровье уже далеко не пацанячее, у него там гипертонический криз, он сейчас, ну, там, гипертония третьей степени, я в этом не особо разбираюсь, но, по-моему, там гипертония третьей степени, то есть он не годен к военной службе, особенно в условиях передовой. Но у него там есть воинская учетная специальность, подходящая для выполнения задач в зоне специальной воинской операции. Так вот, их там не могут даже просто банально обследовать на военно-медицинской комиссии, потому что это никому не интересно. Вот как они будут пополнять пустеющие ряды, там, ну не пустеющие, но, скажем так, необходимые вакантные штатные должности заполнять вот этими мобилизованными, пока непонятно, схема не отработана. Власть молчит, ничего не рассказывает, и мы понятия не имеем, как эти люди окажутся на фронте и в качестве кого. То есть сначала говорят, что они будут в тылу там охранять, потом будут говорить, что пополнять ими будут действующие части в качестве резервов, второй эшелон они будут, третий, или вообще в первый попадут, непонятно, войска прорыва, кто они не знают. И главное, не знают даже те, кто их сейчас готовят. Вот там в Владивостоке выдавали ржавые автоматы, в том числе нашим товарищам, кто призвался с Магадана, мы их знаем. Так вот, мы смотрим на этих людей, и мы спрашиваем, что вы там делаете, куда вы едете, что там, какие действия-то предпринимать дальше будут. Они не знают, никто не знает. Военные, там, сержанты в основном на должностях в Рио, то есть они не офицеры. Они там сержанты, которые ждут команды, куда кого отправить. Подготовка в виде чистки автомата, но это такая себе подготовка. Как вы уже сказали, что это войска зачистки, может быть, небольшой охраны, там, железнодорожных путей, я не знаю, школ, но это не войска, скажем так, которые будут выполнять боевые задачи на фронте. От них толку не так уж и много. Да, они могут краткосрочно обеспечить численное превосходство на конкретном участке фронта и обеспечивать прорыв войскам прорыва, то есть обеспечивать устойчивую наполняемость по всей ширине фронта, скажем так, войсками. Но, опять-таки, это не 43-й год. Средства поражения сильно изменились, в том числе средства поражения живой силы противника. Артиллерия украинским войскам поставляется регулярно. Эти Цезари, Химайерсы и прочая дальнобойная артиллерия и ракетная артиллерия. Все это ведет к тому, что цели и задачи, которые будут выполнять мобилизованные, непонятны. Соответственно, если вот возвращаясь к вашему вопросу, мы говорим о том, как собираются действовать офицеры. Пока никто не знает. То есть мы не знаем, стоит защищать этих людей, то есть стоит ли вступать в диалог с властью, чтобы как-то изменить систему мобилизации, потому что из 300 тысяч-то наверняка, не то что наверняка, я уверен, что призывали в том числе людей, которые вполне себе могут выполнять поставленные боевые задачи, и позволяет и здоровье, и выучка. Но это далеко не все 300 тысяч. И я даже не знаю, действительно ли 300 тысяч будет призвано, учитывая уровень диалога власти с народом. Очень, очень сомнительно, что они говорят всю правду. Мы уже привыкли к тому, что нас постоянно нам говорят неточную информацию иногда. Будем говорить такими обтекаемыми фразами.
Поэтому пока все в ожидании. То есть люди, вот в том числе, кто возвращается с нуля и говорит, там, вот у нас тут такое-то произошло событие. Есть люди, которые в том числе, мы тут скидываемся деньгами, там, покупаем там, беспилотники, форму, лекарства, это важно, и с этим есть определенные проблемы. А власть этого не замечает. Вот это вот на самом деле очень сильно раздражает, в том числе людей, причастных к фронту. А потому что они не знают, вот, как вести диалог с этой властью, потому что она не слышит. Нам вот нужны какие-то лекарства, ну, давайте кинем клич, бросимся смс-ками. То есть даже Симоньян там говорит, что нужно скидывать деньги с богатых, собирать там какую-то дань. Для этого есть прогрессивный налог, прогрессивная шкала налогов. Потому что, кто не скажет, да я не хочу скидываться. Это как с днями рождениями, что ли. То есть я не буду скидывать 1000 рублей, мне не нравится Вася, я не буду 1000 рублей скидывать. Но это не так не работает. Мы либо все работаем на победу, либо никто не работает. А так получается, радость пополам, горе целиком вам. И вот эти настроения среди ветеранов присутствуют. Вот, собственно, мой ответ. Так, у нас Потапенко отключился, так понимаю. Так, вот Дмитрий Валерьевич на связи. Слово все-таки скажу. Вот. Но в одном не согласен. Да, действительно, прошло всего-навсего 3 дня с этого, то, что назвали призывом. И за 3 дня они успели столько наворочить. Вот, но развернулись по полной программе. Вот всю свою суть показали в очередной раз. Как только вот малейший кризис, малейшая задача, ты сразу видишь их лицо. Что это такое? Вот. Жертвой отношений пал этот военком. Вот в чем дело. Это жертва именно, ну, конечно, не его надо было. А что касательно не знаем, что еще, все уже понятно. Все понятно. И если сейчас не орать, не давить на них, вот именно сейчас осталось очень мало времени, чтобы эти мальчишки, именно эти сопляки, не оказались на фронте. Им там делать нечего, их выбьют сразу. Вот среди моих знакомых я ни одного матерого не видел, кого призвали. Сопляков одних. Вернее, одного знаю. Но это из нескольких десятков. Это вообще на них без слез не взглянешь. Если такая ситуация, надо убеждать, понуждать, орать, требовать, объяснять власти. И делать должны это военные, офицеры. Потому что они понимают больше. Гражданских он вообще не услышит. Должны искать другие сейчас пути. Призыв, да, но их в тыл, на подготовку, на слаживание. А туда он, пожалуйста, у нас навалом Росгвардии. У нас есть кому стрелять, кто умеет это делать. Это сотни тысяч, это более миллиона. Ну, можно набрать, ну, хотя бы, я не знаю, треть. Там. Вот первый вот этот вот эшелон. Решение есть. Они не принимают этих решений. Все делается, как вы сказали, случайным образом. Поэтому я не согласен с тем, что подождать. Требовать, орать именно сейчас. И не в диссидентской манере, долой там. Нет. А требовать трезвых, грамотных решений. На то и власть. Но это как бы рефлексно сказанное. Антон, кто Дмитрия опрашивать будет, я или ты? У меня, конечно, к нему есть вопрос готовый, но я достаточно много задавал вопросов в начале, поэтому просил бы вас задать. Если готовы. Да, спасибо. Дима, с удивлением заработал твой тезис, который ты, вот сколько я тебя знаю, все время вдалбывал. Прежде всего определитесь, что такое государство, что вы называете государством. Вот сейчас это заиграло и запело новыми нотами и красками. Вот, но, честно говоря, не ожидал. Сейчас мы увидели, что мы ошибочно называем государством. Вот я тебя прошу, без долгих, продолжить сейчас эту тему. И, ну, соответственно, уже в проекции, вот, в градусе того, что происходит. Как ты оцениваешь происходящее и вообще и конфликт, развитие сейчас конфликта, и то, что назвали мобилизацией? Дмитрий. Ты говоришь, что его не слышно? Не слышно.
Нет звука. Звук есть в студии? А вот мы Дмитрия не слышим пока что. Жалко. Дмитрий Валерьевич, можем мы попросить вас переподключиться? Хорошо, да, прибережем вопросы. У меня, конечно, тоже к Дмитрию много вопросов. Дмитрий у нас специалист как раз по сфере продаж, торговли. А вот с этим у нас, конечно, сейчас вопрос. Тут у нас многие злые комментаторы говорят, вот этих бы вот сейчас на фронт. Так вот, могу за себя сказать, я потенциальный мобилизант, вот, и мы с моими одногруппниками встречались, обсуждали вообще, у кого какие мнения и как готовиться. Так вот, многие из вас, кто смотрит YouTube, наверное, обратили внимание на то, что огромное количество видео появляется, что с собой брать на войну, что собирать с собой. Так вот, если посмотреть эти видео, можно сделать вывод, что нужно брать практически все, включая оружие. Но оружие, кстати, у нас, вот, к сожалению, нельзя брать, а так бы люди еще и это покупать вынуждены были. Так на этом фоне встречаются случаи такого самоуправства на местах, когда один молодой человек, работник завода, достаточно осознанно отнесся к мобилизации, купил на свои собственные деньги, на всю зарплату все, что ему нужно было по списку, там, который рекомендуют блогеры, военные корреспонденты, вот это рассерженные патриоты наши. И даже часть денег заднять ему пришлось. Пришел на мобилизационный пункт, и у него военком отобрал все вот это купленное. Куда делось, непонятно, сказал, не по уставу, не положено. Все, что тебе нужно, тебе дадут. Так вот какая-то опять-таки дезориентация. Вот смотришь списки, так нужно практически все, и очень многое рекомендуют опять-таки покупать на Алиэкспрессе. Но это просто вообще какой-то нонсенс. Мы на войну собираемся на Алиэкспрессе. Ну, ребят, куда мы катимся вообще? Вообще просто бред какой-то. Антон, уже никого не удивляет, что средства воздушного наблюдения, вот эти квадрокоптеры, они исключительно частными поставками туда. А также большинство тепловизоров, подавляющее большинство тепловизоров, подавляющее большинство ночных прицелов. Это все люди послали. Я уж не говорю про всякую такую ерунду, которую первое-наперво должны были каски, тактику и броники. Люди посылают. Раз-два. Дмитрий Валерьевич, вас слышно? Я вас слышу. Да, я... Слышно? Ну хорошо, слава богу. Да, Разрешите, я продолжу свою небольшую реплику сразу вопросом к вам. Вот люди вынуждены собираться на войну сами, за свой счет. Ну, когда-то, конечно, у нас была традиция, что казак шел на войну там, с 2 своими конями, с полной амуницией и так далее. Но у нас люди-то не казаки. Так вот, за последние 20 лет у нас в России появилось такое явление, как кредит на сборы в школу. Стоит ли нам ждать того, что появятся кредиты на сборы на войну? Вы знаете, на самом деле, у меня... это мне не кажется вообще не смешно, но настолько реалистично это звучит в нашем, так сказать, государстве. Это смех бессилия и ненависти, Антон. Это другой смех-то. Вы знаете, если у нас появятся кредиты на сбор на войну или вообще на службу в армии или вообще по отношению к государству, то вопрос, который мы задаем регулярно в нашей студии, а этот вопрос звучит достаточно, я эти вопросы задаю часто, это 3 вопроса: государство это кто, государство это что и государство это зачем. То вот третий вопрос: государство, оно зачем, если мы все равно отдаем 50% наших налогов, нашего труда, называя своими именами, а вот этой чиновничьей братьи, которая себя обозвала государством, а оно нам точно нужно? Ну, потому что оно на свое собственное развлечение эти деньги берет, а фундаментально, когда возникает... Чего далеко ходить-то? Мы зря как-то обсуждаем какие-то даже
такие опасные темы, скажем так, потому что войны-то у нас нет, у нас СВО. Вот, у нас и лечились мы, собственно говоря, и сидели за свой счет, и детишек поднимаем за свой счет. И возникает вопрос, что то, что мы ошибочно называем государство, о чем сказал Игорь чуть выше. И это об этом я говорю уже многие, ну, минимум лет 5-7. Даже книжки, как говорится, успел выпускать. Называется «Теория экономического потрясения». Вот, в которой почему-то все как-то... Не потому что я провидец, а потому что просто считаю стратегии, и так уж получилось. Поэтому появление кредита на сборы, и я могу сказать, что подтвердить, что у меня коллеги, вот мы тут созванивались с некоторыми, они поехали, они закупались, соответственно, теплым бельем, они закупались, соответственно, спальником, ну, таким-то традиционно. Но точно так же у всех абсолютно, я подчеркиваю, у всех, это не один случай, все это как на шмоне в тюрьме отмели, потому что что-то там выдадут. А касаемо вооружений, ну, честно могу сказать, что по странному стечению обстоятельств, это даже зафиксировано как-то в фильме, такой есть хороший фильм, называется «Убойная сила», когда наши ребята приезжают в Чечню и покупают там у чеченцев российские автоматы. В общем, фундаментально, а напомню, 2 чеченские войны, они тоже не назывались войнами, они назывались за контртеррористическими операциями, почему-то по странному стечению обстоятельств ничего не поменялось. Как говорится, в академии, в консерватории что-то надо менять. Но боюсь, что вот все эти стенания по поводу, что надо там звонить власти, это, конечно, все замечательно. Власть осознанно, еще раз повторюсь, никаких иллюзий ни у кого не должно быть. Что военкомам просто спустили цифру, они ее и выполняют. Даже зачастую они не цифру выполняют, а просто они гребут до тех пор, пока не остановятся. Потому что вот у нас есть 25 миллионов потенциально военнообязанных. Все, потому что ни в каком указе вот эти трактовки, 300 тысяч, миллион, это все, извините, это туфта. Прямо откровенно говорю, туфта, потому что все мужчины от 18 до 60, в соответствии с этим указом, а реально до 65, с учетом старших офицеров, подлежат в соответствии с этим указом. Это называется мобилизацией, но на самом деле просто посылом в качестве убойного мяса. Причина очень простая, потому что никаких сроков, еще раз повторюсь, никаких сроков увольнения в запас точно так же не предусмотрено. Мы вернулись к тому, что было практически при царе-батюшке, когда в солдаты забревали до минимум 25 лет. Поэтому не надо трактовать, надо читать дословно. Поэтому если вы попали под раздачу, вы туда уходите до того момента, пока из вас 200-го. Шансов на... Ну, а поскольку мы уже тут обсуждали, это было абсолютно правильно, что люди без подготовки, то есть для того, чтобы людей реально подготовить, это как минимум там, 3 месяца учебки, а потом еще их обстреливать где-нибудь месяцев 6. Поэтому результат, а в ближайший, там, очень короткий промежуток времени, это максимум неделя, люди уже сейчас поступают на линию соприкосновения огня, мы начнем получать. Напомню, что, если кто забыл эти цифры, что процент выживаемости вот этих резервистов, он низок, он ниже 35%. То бишь пойдут 200-е. И поскольку сейчас у нас бунтует Таджикистан, Дагестан, соответственно, у нас есть инцидент очень серьезный. Я с эфиров, телеканал «Спец», я говорил, и это можно найти, что эти ребята – это новая оппозиция. И я говорил это, месяца 2 назад еще. Так что, в общем, ничего фундаментально не поменялось по этой схеме. Игорь? Да. Ой, хорошо. У меня к Дмитрию еще все-таки есть вопрос. Говорить. Но я понимаю, в чем проблема. Там бог с ним, когда кто-то там тявкает в сети, этих бы на фронт и так далее. Как правило, это вся вот эта вот диванная, которую не с линии фронта пишет, как правило. Вот. И, как правило, это люди, которые понятия не имеют, что там происходит, как быстро можно схватить пулю.
Вот, просто не понимают. И что надо делать для того, Даже чтобы это не произошло. Вот. И поэтому вот другое дело, есть еще законы, и даже в самой формулировке вопроса можно сейчас попасть под закон. Дим, давай чуть-чуть в мирную сторону. давай. Финансовый блок. Я уже говорил и хочу качать, вбивать, шуметь на эту тему о том, что нас дезинформируют, нас водят за нос, что мобилизация, то есть призыв физический, это только часть событий в здравом государстве. Основная часть как раз в тылу, а именно мобилизация финансового блока, мобилизация промышленности, ну и так далее, и так далее. Вообще взаимоотношения, системы руководства и, наверное, кадровые перемены. Вот отдельно твое видение, что должно измениться в финансовой сфере, вот, и вообще вот по мирному контуру, так называемому, пробегись, пожалуйста. Кадровые перемены. Первое, конечно, будем честны, что то, что называется, это надо с этого начать, в противном случае это невозможно об этом даже говорить. В том виде мобилизации, в котором она сейчас проходит, она не может проходить как класс. Вообще, совсем абсолютно. Потому что у нас не в частном секторе занято достаточно приличное количество предприятий, которые в том числе обеспечивают в целом инфраструктуру функционирования государства. Это IT-структура, которые не относятся к государственным, но они сопровождают эти государственные структуры по подрядам, по поставке железа и всего остального. Никакой брони там нет. Промышленные предприятия, которые производят металл, сырье. И напомню, не только все работы, там есть не производственная часть, там есть еще, извините, так называемые ЭТР, которые подлежат призыву. Поэтому, когда мы говорим о том, что будет там даже миллион выдвинут, а это, напомню, у нас всего 62 миллиона трудоспособного населения, это существенный урон, то бишь это сейчас, недели через 3 начнут при такой, обвальной, я бы сказал бы, повальной, обвальном забирании мужиков, мальчиков, я бы сказал бы, в войска, пойдут обвальные за закрытие предприятий. Просто их остановки физическое. Вот. Есть ли шанс, что то, что мы ошибочно называем государство, вытянет все будет только работать на ВПК? Да нет, ВПК тоже это почувствует. Но ВПК это почувствует чуть попозже. Это приблизительно месяца через 1,5-2, когда начнут срывы заказов. Они будут говорить, это не мы виноваты, это смежники виноваты. Поэтому, как говорил Броневой, война, знаете ли, война. И поскольку здесь нет никакого эшелонированной подготовки, я прекрасно понимаю, для чего делается эта мобилизация. И, в общем, ее цели, задачи, они совершенно четко понятны. Они не лежат в области военной науки и не лежат в области экономической науки. Они лежат в области, я бы так сказал, некой эзотерики практически, что называется. Персональной причем. Поэтому вот в этом-то и проблема, что никакой эшелонированной подготовки экономики или обращения на нее внимания, или каких-то воплей, или каких-то дискуссий, хоть с военным сообществом, хоть с экономическим, не будет в принципе. Потому что это ментальное желание поставить ультиматум условному коллективному Западу. А коллективные в блефе, в любом блефе, как говорится, играя за покерным столом, мы писали такой же ролик абсолютно. За покерным столом блеф-то должен быть чем-то поддержан. А блефу не поверили и не поверят. И, соответственно, готовы, как только будет сдвинута просто крышка шахты, в отличие от Российской Федерации, система АВАКС и система, соответственно, спутников видит существенно больше, чем видим мы. Даже просто, как говорится, движение в ту сторону, передача сигналов пеленгуется. Так что я могу сказать, ежели вдруг что-то начнет двигаться в сторону хотя бы тактического ядерного вооружения, мы имеем все шансы получить упредительный, соответственно, то есть там даже об этом не узнаем. Просто получить тактическое же ядерное оружие у себя на территории. Маленькие грибки в ряде, например, в Алтайских краях, где находится ряд интересных объектов. Не только, как говорится, барнаульские степи. Поэтому все, что касается экономики, экономика начнет вставать, я говорю,
Локально оно начнет вставать недели через 3 при таком обвальном, а в ВПК почувствует месяца через 2. Да, вот это вот замечательное подытоживание. Что-то я не додумался до такой простой формулы. А сказано, я сейчас, извини, Дим, подытожу то, что ты сказал. Подобная мобилизация, с позволения сказать, она приводит как раз к понижению обороноспособности страны. Вот это вот, наверное, Да. короткое, ясное. Да. Что ты сейчас... Да. То есть строго обратный эффект. Ну, как обычно. Да. Как обычно у этих ребят. Это, конечно, удивительно. Это удивительно. Я хотел бы добавить одно слово. Мобилизация не только привносит обратный эффект в экономику, она же ведь, посмотрите, еще скомпрометировала и ведущиеся сейчас референдумы. На них никто сейчас не обращает никакого внимания. Мобилизация скомпрометировала вообще все предстоящие события, которые будут идти в течение этой недели. У нас, судя по всему, достаточно плотная на политическую повестку неделя предстоит. Вот, запланировано конец этой недели, предположительно на пятницу, обращение президента к Совету Федерации, которого мы ждем с Нового года. Вот, поэтому оно уже скомпрометировано вот этой ведущейся мобилизацией. Что бы президент ни говорил, после того, как он объявил по телевизору одно, люди видят другое, я думаю, уже отношения прежнего к его словам точно не должно быть. Но об этом, дорогие зрители, вы можете проголосовать в вопросе, который ведется прямо в эфире. Я сейчас смотрю, почти 3000 человек уже проголосовало. Ну, давайте посмотрим в конце эфира, какие результаты голосования. Напомню, голосование у нас о том, достаточно ли вам информации о ведущейся мобилизации. Ставьте лайк, подписку, отправляйте ссылки. Многие жалуются на то, что эфир подвисает. К сожалению, да, действительно это так. Интернет сейчас в России далеко не самый лучший, хотя мы были лучшими еще некоторое время назад. Поэтому, если у вас лагает трансляция, отмотайте чуть-чуть назад и смотрите, будет гораздо лучшее качество. Но у кого на это не хватит терпения, просим присоединяться чуть позже, когда эфир закончится, и будете смотреть спокойно прогруженный эфир. Игорь, дорогие зрители, гости, предлагаю посмотреть видео, которое для нашего выпуска «Страны огромной» записал специально Баглаев Владимир, директор Череповецкого литейно-механического завода, экономист и общественный деятель. Давайте послушаем Владимира Николаевича. Он тоже говорит о своем видении мобилизации. Ну, на самом деле вопрос достаточно, с одной стороны, очевидный и простой, а с другой стороны, совсем не очевидный, совсем не простой. Это вот такой, как говорится, постоянная русская проблема. Как мы заводим ситуацию безвыходную, потом героически ее преодолеваем. Итак, мобилизация. Мобилизация с какой-то целью. Мобилизация – это перенапряжение, это надо делать больше чего-то, надо делать лучше чего-то. Надо настраиваться на те цели и задачи, которые мы должны выполнять. Мы должны настроиться на выполнение тех целей и задач, которые нам позволят победить. Для этого нужна мобилизация. Итак, цели и задачи. С этого простого вопроса все и начинается. Мы готовы увеличить, перенапрячься на нашем предприятии для того, чтобы все для фронта, все для победы. Какие у нас цели и задачи для того, чтобы это обеспечить? А вот здесь и возникает проблема. На самом деле, при том, что мобилизация, по идее, должна подразумевать целый спектр плановых мероприятий, кто чего должен делать, если это дело начинается. Неважно. Более того, для того, чтобы мы смогли обойтись частичной мобилизацией, без полной мобилизации для фронтов, мы должны полностью мобилизовать промышленность и экономику страны. Если полностью не мобилизуем, неизбежно после частичной мобилизации придет полная мобилизация. И мы готовы сделать так, чтобы не потребовалось увеличения людей на фронтах. Но вот как раз этого плана нам никто и не доводит. Это первая проблема. То есть я понимаю, что сейчас не до конца мы понимаем, кто-то там вверху не понимает, а что же можно сделать большего,
из тех возможностей, которые есть внутри страны. Потому что, так как мы ушли на рыночные механизмы управления, и последнее совещание форума подтвердило, что все наши руководители всех министерств по-прежнему поддерживают приверженность рыночным ценностям, и нам планы не нужны, это пережитки прошлого строя, и мы к ним не вернемся, то раз нам планы не нужны, то планов и нет. А раз нет планов, то и нет целей. И вот эта ситуация, с точки зрения меня как промышленника, возникает вопрос. Если я должен мобилизоваться, но мне не ставится план, что я должен делать, я по-прежнему во всех своих коммерческих операциях и промышленных ориентируюсь. У меня 99,9% всех заказов нашего производства появляется после того или иного коммерческого тендера. Сказать, выиграю я тендер на этой неделе или проиграю, через месяц я выиграю тендер или проиграю, я не могу. Я не в состоянии мобилизовываться под какие-то долгосрочные цели. А мы, судя по всему, будем противостоять Западу в долгую. В рамках недельных, месячных, квартальных тендеров невозможно проводить мероприятия по промышленной мобилизации. Это первый момент. Но, предположим, случилось чудо, и кто-то прописал для оставшихся в России промышленных предприятий цепочку товарной продукции, которую они должны выполнять для того, чтобы где-то там на фронте что-то больше появилось. И дальше возникает вторая проблема. Предположим, у меня пришел тот или иной заказ, который надо сделать. Причем, может быть, не напрямую пришел, и мы по оборонзаказу, скажем, не линия в первой очереди, а вторая и третья цепочка в кооперации. И мне необходимо что-то там изготовить. В данной ситуации я должен пойти куда? За деньгами. Я же не могу сделать из воздуха чего-то. Я должен пойти в банк за ресурсами, за счет которых купить материалы, оснастку, оборудование какое-то. И в данной ситуации возникает следующая проблема. А банк в этой ситуации мобилизован или не мобилизован? И моя мобилизация, выпрашивание в банке денег под выполнение заказа для того, чтобы где-то там появилась добавленная единица чего-то на оборонном предприятии, она от кого зависит? Вот эти все вещи совершенно сегодня не просматриваются. Поэтому, с моей точки зрения, если мы говорим, что мобилизация сейчас не то что необходима, она необходима и неизбежна, я имею в виду тыловая, экономическая, промышленная, технологическая мобилизация необходима, то сейчас необходимо ставить задачи перед каждым промышленным предприятием в стране. И обеспечивать не просто постановку этой задачи, но обеспечивать ресурсами выполнения этой задачи. На мой взгляд, это однозначно входит в противоречие с рыночными принципами управления нашей экономикой. Здесь необходима плановость. Плановость однозначно вступит в конфликт с частной собственностью на средства производства, поэтому тут тоже необходимо принимать решения. Но это все называется известным словом, называется это военный социализм. Его проходила не только Россия, проходили в том числе и другие страны, даже капиталистические. Но хотя бы на этом периоде нам необходимо обозначать, что на период противостояния мы должны переходить на рельсы мобилизационной экономики, на рельсы военного социализма. Иначе мы можем экономиться до следующей волны мобилизации и, может быть, даже полной мобилизации, чего, я думаю, общество точно не хочет. Поэтому лучше мобилизоваться сначала в тылу, чтобы не допустить следующей волны мобилизации на фронт. Мне кажется, через некоторое время расхожую фразу «испанский стыд» в России переименуют во что-нибудь типа, не знаю, российский стыд, путинский стыд. Вот, что-нибудь такое. Игорь, можно я позадаю вопросы? Я действительно тут готовился, у меня вопросов просто уйма. Уйма ко всем и каждому из наших гостей. Сергея Георгиевича давно не слышали. Разрешите Сергею Георгиевичу задать вопрос? Сергей Георгиевич, все, время кончилось. Ну ладно. Тогда Владлен Максимович. Вот очень многие тоже у нас зрители в чате поднимают тему предложения Кадырова. То есть Кадыров сказал, не надо мобилизовывать вот этих россиян обычных, давайте мобилизуем там какую-то пропорцию от силовиков. От там полиции, от
прокуратуры, СК и так далее. То есть у нас силовых органов достаточно много, и там в сотнях тысяч, если не больше, чем миллионы количество вот этих военизированных государственных структур, не говоря о том, что тоже вот нас напоминают наши зрители, что у нас ЧОПов 6 миллионов человек. Вот, может быть, оттуда мобилизовать людей, тем более, что у них и форма есть, и звание, и так далее, и они уже, как говорится, встроены в эту систему силовой вертикали. Ну, смотрите, предложение на самом деле толковое, но сможет ли в нынешних условиях государства его грамотно реализовать, это вопрос. У меня у самого есть, я, видите ли, не руководитель высокого уровня, и большое видится обычно издалека. Я не командовал там крупными соединениями максимально, что у меня находилось в подчинении, это 7 человек, и это было на Кавказе. То есть я не могу сказать, что это какой-то релевантный опыт. Но как мне кажется, конкретно в этой ситуации предложение выглядит рациональным, и более того, можно было и мобилизацию организовать таким образом, чтобы эта рациональность каким-то образом себя оправдала. Например, если мы берем нашу доблестную там, Росгвардию, погранвойска, можно же организовать замещение должностей, освободившихся от военнослужащих, которые убыли на фронт, мобилизованными гражданами. То есть, например, если мы берем пограничные войска, то есть мобилизуются люди, они выполняют функции по охране границы, ходят в пограничные наряды под руководством кадрового пограничного офицера. При этом сотрудники погранслужбы, которые там, кадровые офицеры, кадровые мичмана, прапорщики, сержанты, старшины, вот они отправляются в составе своих подразделений на фронт для выполнения поставленных задач. Это более выгодный, мне кажется, вариант для решения боевых задач на фронте. Это лично мое видение такое, не особо специалиста в области мобилизационной подготовки войск, потому что подразделения, вот здесь неоднократно звучало, должны быть слажены. То есть есть такое понятие в боевой подготовке бойцов, солдат, это боевое слаживание. То есть когда вы привыкли, у вас присутствует чувство плеча, когда вы уже понимаете друг друга с полуслова, это очень важно, особенно при управлении огнем на фронте. И именно этого не хватает мобилизованным. А вот на базе замещенных должностей можно организовать подготовку этих военнослужащих, можно организовать подготовку их к выполнению своего долга, возможного там, в зоне специальной воинской операции. То есть мы сейчас говорим для участия в боевых действиях. Ну вот, мы говорим о том, что они должны каким-то образом обучиться. Так вот, было бы логично отправить военнослужащих, которые сейчас находятся на контракте и выполняют задачи военной службы, будучи военнослужащими. Отпадает вопрос с зарплатами, с обеспечением. Им выдана форма, им выдано оружие табельное. То есть их можно уже прямо сейчас отправить на фронт, а при помощи мобилизованных подразделений, мобилизованных солдат, бойцов, вот эти должности заместить, которые будут вакантны. И под руководством там, небольшого количества оставшихся кадровых офицеров, там, до 25% организовать несение там, караульной службы, несение службы в нарядах, несение службы, то есть текущей военной бытовой службы, чтобы воинские части продолжали выполнять свои функции на рубежах, не оголенных от участия в специальной воинской операции. Но мне кажется, примерно такая же схема была построена в Великую Отечественную войну. То есть подразделения спокойно формировались, обкатывались и слаживались на территории Дальнего Востока и Сибири. В том числе мы знаем, что свежие подразделения с Дальнего Востока и Сибири спасли Москву за счет своей подготовленности и оснащенности. Так вот, лучше их сладить на месте, в местах дислокации, пока вот у вас есть действующие бойцы, особенно Росгвардия. Насколько я помню, там около 2 миллионов. Есть сотрудники полиции, у них есть автоматическое оружие. Да, оно сильно реформировано, но вместе с тем. Меня вот как раз таки поразило, что вот этих бойцов, когда у нас здесь происходила мобилизация в Магаданской области, их заперли в Доме культуры, автоматчики, то есть подготовленные люди,
которые могут выполнять по здоровью своему и подготовке задачи в зоне специальной воинской операции, они здесь гоняют мобилизованных и не выпускают их из Дома культуры, чтобы они, не дай бог, не разбежались. Хотя они сами пришли на эту мобилизацию, а им не дают проститься с родными. А может быть, они их в последний раз видят. Естественно, это очень сильно оголяет провода в нашем обществе, когда вот там, например, не дай бог, какой-то боец уедет в зону специальной воинской операции, мобилизованный, и там погибнет. Ну, это война, там убивают, там пули летают, снаряды, особенно снаряды, ты его никогда не услышишь, он прилетел и до свидания. И вот этого человека убьют, а жена с ним даже не простилась. Жена, дочка, сын, там, мать, брат. Какие эмоции это вызовет у родственников? Вот к этим вот автоматчикам, которые там бегали и прикладами людей отгоняли. Я не думаю, что самый положительный. Поэтому предложение, оно рационально, более того, оно найдет отклик в сердцах нашего народа. Ясно. Ну, у нас, я так понимаю, что еще отключился наш Дмитрий Валерьевич. Ну, Игорь, я тогда задам вам свой вопрос. Этот вопрос вызывал негодование среди наших зрителей. Собственно говоря, он абсолютно логичный. В истории России это третья мобилизация. Первая мобилизация была, когда началась Первая мировая война. Вторая мобилизация была, когда Советский Союз вступил во Вторую мировую войну активно, и у нас началась Великая Отечественная война. Сейчас третья в истории страны мобилизация объявлена, а войны нет. Идет спецоперация. Мы продолжаем поставлять газ на Украину. Это что вообще? Мы будем так и дальше продолжать вот этот бизнес as usual, то есть война войной, а деньги по расписанию. Вообще, как нам дальше-то быть? Будет объявление войны или не будет? Как думаете? Это ко мне вопрос. Да. Но Сергей Георгиевич очень четко уже сказал, на самом деле, на эту тему. Предсказывать эту администрацию, или, как он говорит, режим, дело неблагодарное. Это невозможно предсказать, что они объявят, что там в голову вступит, в какой момент. Вот. По уму, конечно, надо объявлять уже, если впряглись во всю эту историю. Должна быть объявлена, должна быть ясность, как вот и положено достойной нации, нормальному народу, должна быть ясность, четкость, конкретность. А ее нет ни в чем. Ни что это происходит, ни цели и задачи, об этом уже мы 100 раз говорили. Вот эти все демилитаризации, денацификации. Причем они не описывают, как они это выглядят, как они себе это понимают, там, с фашистами мы там боремся. Не описаны задачи этой войны не описаны. Вот, а надо было бы сказать, что вот хотим отодвинуть фронт, да, вот тут они укрепления, скажем, сделали, и мы хотим перешагнуть эти укрепления. Вот всю вот эту вот линию, которую выстроила Украина, мы хотим перешагнуть, оставить ее у себя в тылу, дабы не бояться их. Там, скажем, вот враждебную политику, откровенно враждебную, в чем проводит Киев, в том-то, в том-то, в том-то, да, ну, сказать, вот мы должны вот ответить таким образом, там коридор в Крым должен быть. Ну, четко должны, ясно говорить, без вот этих вот мутных игр, и тогда люди поймут, и уважение возникнет к власти. Что они объявят в конце недели? Я не знаю, может быть, война будет объявлена. Но, скорее всего, опять будет сказано что-то такое, что мы не поймем. Чего мы не поймем. Ну, я вот так вот думаю. Я предлагаю начать подводить где-то уже итоги нашего выпуска. На текущий момент у нас в вопросе проголосовало 3460 человек. Я напомню. Вопрос: достаточно ли информации о мобилизации? Ну, имеется в виду, которую наши зрители получили, получают и так далее. Начну с ответов, набравших сначала наименьшее количество, и затем пойдем в рост. 9% сказали: не могу найти ответы на вопросы. 13% говорят: информации достаточно. 18% сказали: информации недостаточно, веду поиск. И 59% сказали, что они уверены, что власть их обманывает.
Это, мне кажется, все, что нужно было знать о мобилизации, которая сейчас происходит. Ну, очевидно, что существенный недостаток информации существует, и люди не доверяют той информации, которая идет со стороны властей, режима. Политический режим, кстати, это вполне себе научный термин, хотя его можно понимать тоже по-разному. Вот, ну, Владлен Максимович, подводя итог, вот мы задавали вопрос к стриму, что происходит, задавали вопрос в голосовании, достаточно ли информации о мобилизации. Люди считают, вот, что информации недостаточно. И подводя вообще итог всем обсуждениям, что бы вы хотели, резюмируя, сказать? Ну, я могу сказать, что процитирую Игоря Стрелкова, мобилизация полностью провалилась. Это, конечно, шутка. Но если брать то, что происходит сейчас, есть огромная проблема в коммуникации между властью и обществом. Она обострилась после начала специальной воинской операции. Это проблема. Власть не слышит свой народ. Более того, я грамотную мысль вот прочитал недавно на телеграм-канале МИГ. Бывший майор и генерал, но они изменили свое название на МИГ. Так вот, интересная мысль там прозвучала по поводу того, что власть называет свой народ как угодно. Электорат, мобилизационный ресурс, там, но никогда не считает этот народ людьми, то есть никогда не называет это народом. И в этом как раз-таки существует проблема. Такое ощущение, что над нами какой-то ставит социальный эксперимент. И проблема этого государства, проблема выживаемости этого государства напрямую зависит от того, как быстро они найдут возможность коммуницировать со своим обществом. Здесь можно поучиться у врагов, кстати. Никогда не зазорно учиться у врагов. Более того, это во многих империях, это, кстати, один из залогов выживаемости. Это обучаться у тех, кто вас уже однажды разбил. Будь то карфагеняне, у которых учились римляне, будь то греки, которые учились у персов. Эта тактика работает, и нам необходимо перенимать тактики, которые используют наши враги. Но пока я этого не вижу. И проблематика существует. Вот мы банально не знаем, что будет с военнослужащими, которых призвали по мобилизации. Куда их отправят, зачем их отправят, зачем их призвали. Никто ничего не говорит, государственная тайна. И вроде бы как бы это правильно, конечно. Естественно, нам не нужно рассказывать, где будут базироваться подразделения, где будут развернуты там войска первого эшелона, второго эшелона, штабы и так далее. Нам это не нужно. Ну, просто вы объясните, куда они едут. Они на фронт едут или они будут там восполнять какие-то, я не знаю, пространства, которые необходимо охранять, там, банально выполнять какие-то функции военной полиции. Я вот не знаю, никто не знает. Власть говорит то одно, то другое. Сегодня это, сегодня, завтра то. На 8 марта нам говорили, что мобилизации не будет, там женщин поздравляют. Сегодня говорят, что, оказывается, вот у нас частичная мобилизация, а будет полная, не будет, непонятно. И вот как раз таки, если бы вот 8 марта нам сказали, что пока мобилизация не планируется, но если вот вдруг возникнет угроза над нашей отчизной, то мы, конечно, будем вынуждены объявить. Вопросов бы было меньше. Но нам в категорической форме, который раз говорят одно, а делают другое. И это претензия не только к самым первым лицам, но и ко всей системе. То есть система, она так устроена сейчас, не знаю, с кого она берет пример, можно догадаться, наверное, что она берет пример с каких-то конкретных людей. Так вот, система устроена так, что она говорит одно, а делает другое. Народ это видит, и это многим не нравится. То есть вы приходите на военкомат, то что просто расписаться, а вас запихивают в самолет и отправляют хрен пойми куда, и, возможно, навсегда. Это многих напрягает, очень многих. И я это напряжение вижу прямо с людьми, с которыми общаюсь. То есть у нас в Магадане это присутствует. Это видно, как это работает в Дагестане, когда там люди пытались у сотрудника отобрать оружие, он вынужден был стрелять в воздух. Это работает, где там в Иркутске, по-моему, застрелили, подстрелили военкома.
То есть это работает. Общество напряжено, а снимать это напряжение никто не пытается. То есть никакого диалога со своим народом у власти нет. У политического режима. Вы абсолютно правы. Это юридический термин. Вот в этом проблема. Мне кажется, это мое сугубо личное мнение. У меня все. Ну, отсутствие диалога – это вообще, по-моему, глобальная проблема, или, может, это даже не проблема, это просто в естественном виде описание того, что у нас нет, того всего, что у нас есть и что называется государством. Ну, вот посмотрите выборы. Ну, это же очень часто простая профанация. Наблюдение оккупировано, контроля никакого нет, деги, мэги и так далее. Нет уверенности в том, что эта власть по большому счету легитимна после того, как эти выборы проходят. И после всего того, что мы наблюдаем, кто-то хочет еще верить в то, что вот эта власть, у которой есть вопросы подчастую к ее легитимности, объявляет мобилизацию, и туда никто не хочет идти. Вот. Очень хороший вопрос про ложь и правду задал в комментариях Джонс. Написал, зачем нужна мобилизация, если погибло всего 6 тысяч человек. Это, мне кажется, очень простой, но настолько в глаз бьющий вопрос. Очень много комментариев вы пишете, дорогие друзья. Комментарии, опять-таки скажу, но они выражают такую просто дезориентацию и расстройство. Я, конечно, хотел бы прокомментировать многие из этих комментариев, но я бы предложил прокомментировать это в некоторое заключение. Вот. А сейчас, если хотел бы Игорю предоставить слово, Игорю Михайловичу, для подведения итога такого. Какой-то конкретный комментарий или вообще? Не, тут комментариев много, но на самом деле, ладно, давайте я тогда пройдусь. Ну, в общем, конечно, очень много вопросов у людей, и ответов нет. Вот понравилась одна идея о том вообще, какую систему, какие процессы запустила мобилизация. Одно простое предложение. Ордынец написал, постпутинскую Россию, я тут перефразирую, будут строить фронтовики. Правильно. Вот это правильно. Это на самом деле, мы даже не знаем на самом деле пока что, дойдут эти люди, которых сейчас мобилизируют до фронта, не дойдут, скорее всего дойдут. В каком масштабе они будут принимать участие, в каком масштабе будет дальше идти мобилизация. Это все вопросы открытые, и на которые ни у кого нет ответа, даже, наверное, у самих тех лиц, которые принимают решения. Дальше, про отсутствие четкой коммуникации. Вот Анна Ши написала, почему нет ни указа о мобилизации, ни приказа на сайте Минобороны. Сайт Минобороны не проверяли. Но я охотно поверю в этот комментарий, потому что когда прошли выборы, на сайте ЦИК очень сложно было найти информацию о прошедших выборах. Сайт ЦИК, это вообще, вот найдешь все, что угодно, это просто клака информации, но информации о выборах найти просто тяжело, тяжелейший случай. Андрей Першин пишет, пойду воевать только с сыном Медведева, и когда дочки Путина пойдут санитарками, как дочки Николая II. Очень много, кстати, комментариев, это распространенная тема о том, что дети элиты разлетелись в первые же часы после объявления мобилизации на прайвет-джетах. Большой поток прайвет-джетов в основном в сторону Турции и Арабских Эмиратов. Это показывает то, как люди воспринимают всю ситуацию. Дальше тоже примерно так же было, что в основном, конечно, олигархи будут сидеть на своих миллиардах, а народ будет воевать за благополучие их миллиардов. Это говорит о том, что очень сильное расслоение социальное в обществе и доверие слоев друг к другу, оно отсутствует. То есть верхи не хотят, низы не могут. Классическая ситуация.
Очень много людей пишут про то, как людей забирают из деревень целыми улицами. Ну, несколько случаев описаны. Говорят об обескровливании деревень, в которых и так никто просто так не хотел ехать туда жить. И слава богу, что там люди оставались. Кто будет за стариками ухаживать, пишут люди. Лариса Козлова интересный комментарий писала. Ликвидировали инфекционные больницы, медпункты и прибыл ковид. Ликвидировали военкоматы и возникла мобилизация. Ну, мне кажется, тоже вообще симптоматичное описание того, что происходит. В общем, комментариев очень много. Я думаю, что, дорогие зрители, вам самим будет интересно почитать, посмотреть. Ну, это просто срез того, что волнует наше общество. Дарья Тридевятки. А где же наш космос? Где наша группировка спутников-разведчиков? Где наша сила, которой мы обладали в советское время? Вот. И она же пишет, что мобилизация не потребовалась бы, если бы 20 лет в стране строились заводы, если бы в области промышленной безопасности мы были самодостаточны, если бы у высокоразвитой РФ была робототехника, дроны и тому подобное. Вот другой отзыв. Ольга Куликова. Пропаганда трубила, все хорошо идет, а в итоге Пескова на мобилизацию. Это как судью на мыло. Ну, мне кажется, это такая интересная тоже уже будет. Кстати, про вот Пескова на мобилизацию, судью на мыло. Интересная особенность мы увидели в эти дни. Кто-то призывает к мобилизации как к долгу перед Отечеством. Но мы все с вами видели, что мобилизация в отдельных случаях стала носить карательный характер. Тех людей, которые выходят на протесты, на которые они имеют законное право, ведь войны, военного положения нет, извините, мы живем в мирной стране юридически. Люди имеют право выходить на протестные акции по Конституции. Они выходят на эти акции, и им вручают повестки в военкомат как наказание. Но это абсолютно, мне кажется, недопустимая ситуация. Она дискредитирует сама себя. Ну, в общем, на самом деле очень как-то грустно от всех этих комментариев. И в целом вот эта грусть, она в обществе, напряженность присутствует. Хочется верить, что у нас есть что-то доброе, светлое впереди, что у нас будет победа. Ну, там нас критикуют, некоторые говорят, ну, что вы тут все критикуете, на Америку работаете. Вот. Гости студии за преклонение перед США, сдаться и не сопротивляться. Нужно с умом все делать. Об этом наши эфиры. Нужно с умом подходить и к мобилизации на фронте, к мобилизации в промышленности, в экономике. Очень много тут уже пишут про то, что люди стоят в очередях на границу. Очень многие начали их осуждать, говорить, что бегут там крысы, вообще просто огромный вал ругательств порой идет. Но вот скажу, а вы посмотрите на ситуацию вообще, кто бежит. Очень часто это ИПшники, предприниматели, владельцы там, компаний небольших частных. Для них это единственный способ сейчас сохранить бизнес и рабочие места. Очень часто, допустим, вот смотрите ситуация. У меня есть друзья, у них компания строительная, строят сети узкоспециализированный, очень важный бизнес. Собственники, сами же инженеры, сами же руководители всех процессов, они оба призывные сейчас. Что им делать? Вот у людей реально возникла проблема. Но я сразу скажу, что ребята здесь остаются и все, что нужно, будут делать. Но вот вопрос, если их обоих призывают, что будет с их фирмой? Через полгода фирмы не будет, бизнеса не будет, ее просто разграбят, разворуют. Вернется ли человек через полгода с войны? Не факт, что вот даже оба вернутся, не факт, что один вернется. Вообще никакой гарантии. А у них работает несколько десятков человек, несколько десятков россиян, несколько десятков работников из Центральной Азии. Так вот, в этой ситуации получается, что уехать за границу – это, во-первых, возможность сохранить рабочие места этим людям. Ну, там очень много женщин у них работает. Сохранить бизнес, сохранить
вообще ту работу, которую они продолжают, они очень такие нехилые объекты тоже строят, важные стратегические. И у них, как у бизнеса, до вчерашнего дня не было понимания про систему бронирования, про которую ни у кого нет понимания. А сегодня был, кстати, еще есть крайний день подачи каких-то списков куда-то. Ни у кого информации из бизнеса, вот из среднего малого, реально нет. Что тут быть, как быть? И люди реально голосуют ногами за то, чтобы хотя бы частично сохранить жизнь и своих дел, своих сотрудников. Они за них ответственность несут. Вот прямо здесь и сейчас. Ну, тут, конечно, такой вал сложных решений, которые людям нужно принимать прямо здесь и сейчас. И государство-то нам никак тут не помогает, хотя они должны были хотя бы какую-то информацию дать или сказать: ну, ребят, мы работаем. Про систему бронирований. Вдруг появляется информация о том, что Набиуллина там сказала, банков не будет касаться, стратегически важная отрасль. Потом раз сбоку айтишники подъехали, Минцифры. Айтишников тоже не будет касаться мобилизация, стратегически важная отрасль. Как-то там Ростех тоже там типа не касается. А кто знает вообще, кого касается мобилизация, кого не касается? Ну там стратегическая оборонка, ну как бы понятно. Ну а вообще в целом экономика как будет существовать? Как будут люди существовать? Абсолютно нерешенный вопрос с кредитами. Система вот эта призыва, мобилизации, она по сути это все, что осталось от некогда хорошо существовавшей, хорошо проработанной советской системы. Но она была настроена на советское общество, в котором кредит был ликвидирован как средство угнетения народа. Ипотека, вот если там, это был мем вообще популярный, что ипотека это там, ну и вот популярное было определение из советских учебников, ну, в общем, там, типа, средства порабощения, управления там народными массами, все такое. А вот у людей ипотеки сейчас. Что им делать, как быть? Начали по ходу дела, говорит, да вы не волнуйтесь, у вас там зарплаты будут высокие. Будете платить. Отлично вообще. А если человека не станет, как быть тогда? Ну, говорят, а вы получите деньги там похоронные, гробовые или как там их называют. Хорошо, а если человек будет признан пропавшим без вести? А я ведь подозреваю, что пропавших без вести может быть определенное количество, и это вот выгодно просто людей будет переводить в пропавших без вести, чтобы не платить эти деньги. Вот посмотрите, 3 миллиона человеку погибшему нужно будет его семье заплатить. 5 тысяч, вот сейчас 6 тысяч погибших, это сколько? 3 миллиона, 6 тысяч погибших, это что, 1 800 000 получается. Это вот уже не маленькое количество денег. А помимо этого регулярные платежи, их, кстати, тоже жалобы есть. Платят, не платят. Ну, в общем, это просто трагедия сейчас происходит. Да. Этот цинизм можно перечислять на самом деле бесконечно. И в цифрах, и видишь, как они оценивают жизнь человеческую, ну, по сути, меньше, чем в 50 тысяч долларов, да? А квартира 200 стоит. Квартира 200 стоит, 100, 150, 200. Все равно не хватит. И Набиуллиной, естественно, это не касается. Замечательный был комментарий, конечно, о том, что постпутинскую Россию будут строить, она будет принадлежать фронтовикам. Я бы вот все-таки на этом бы и остановился, подытожил бы, что во всей этой заварухе ее будут именовать войну, как бы они ни кривлялись. Это война, это война. И масштабы ее еще неизвестны какие. Но то, что она в историю войдет как война, это уже факт. Это война. И вот будущее после этой войны, оно принадлежит как раз фронтовикам. Тем людям, которые не будут рассуждать о бизнесе, а пойдут воевать.
Потому что нас уже втравили. Это неизбежное событие. Побеждать – это уже для русского человека неизбежно. И деваться от этого не открутиться, деваться некуда. И вот в этом, наверное, единственный положительный аспект во всем происходящем. Кто они такие, что у нас за власть, это всем уже понятно. Мы сейчас можем только вот как-то вот смягчить удар, что называется, что-то от них потребовать, что-то обозначить. Там. Может быть, люди поймут, как себя вести в этой ситуации. Поймут что-то такое, что нельзя, к сожалению, в эфир говорить прямым текстом. Но лед тронулся, началось движение, и им не пересидеть эту войну, независимо от ее исхода. Вот это факт, это факт. И вот это замечательный комментарий, кому принадлежит будущее России. Вот я бы вот где-то здесь заканчивал, Антон. Ну, на этом и закончим. Мы с вами, надеюсь, увидимся через неделю. Хочется вам всем пожелать, на самом деле, эмоциональной стабильности, мирного неба, настолько, насколько это возможно, и просто, на самом деле, сил, спокойствия и уверенности в себе, в своей жизни и в том, что у вас будет впереди. До встречи скоро в эфире.